На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Оппозиция сомневается в объективности расследования инцидента с российскими политтехнологами в Сухуме. В Гулрыбском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год. От оперных арий до народных песен в арт-фойе Абхазского драмтеатра прошел концерт оперного певца Алхаса Ферсба. Пресс-конференция представителей политических партий и общественных организаций по вопросу уголовного преследования граждан Абхазии в связи с участием в инциденте с российскими политтехнологами прошла в Сухуме. Гражданские активисты и политики еще раз обратили внимание на нюансы, связанные с расследованием произошедшего. Подробности у Марианны Котовой. Оппозиция сомневается в объективности расследования инцидента с российскими политтехнологами в Сухуме 5 ноября. По словам Аслана Барциц, председателя партии «Форум народного единства», вопрос вины граждан Абхазии в столкновении с гражданами России, которые занимались в республике незаконной агитационной деятельностью, является правовой коллизией. Он провел аналогию с описанной в учебнике по юриспруденции ситуацией, чтобы описать сложность всего случившегося в офисе политтехнологов 5 ноября. На данном этапе сложилась такая ситуация, где сталкивается закон и справедливость. Но они находятся сегодня не рядом. Закон и справедливость находятся не рядом. Я вам приведу такой пример из учебников по юриспруденции. Значит, представьте такую ситуацию, когда мужчина, глава семьи, приходит домой после работы, открывает дверь, а в его квартире идет бардак полный. Извините, супруга его убитая лежит, и он, видя эту всю картину, видя вот эту всю ситуацию, он берет что-то тяжелое в руки и убивает этого грабителя. Почему я привел такой пример? Потому что по закону этот мужчина должен был вызвать сотрудников милиции, значит, зафиксировать это и так далее, и так далее, и так далее. Но мы же понимаем, что жизнь иногда диктует свои правила, свои ситуации, которые происходят. И вот эта вот дилемма, когда есть закон, а когда есть справедливость, любого гражданина сегодня, если на улице спросить, где закон и где справедливость, он будет говорить, скорее всего, что должны они вместе находиться. К сожалению, в нашем случае с нашими ребятами закон и справедливость находятся по разные стороны. По словам зампредседателя республиканской общественной организации Аид Галареш Саукакалия, случившееся стало возможным только из-за того, что никто не обратил внимания на опасения оппозиции вовремя. Мы заявили о том, что в Республике Абхазия действуют российские политтехнологи, которые нарушают конституционное право граждан на свободное волеизъявление и ряд других законов. Мы это делали для того, чтобы остановить эти процессы. Мы говорили о том, что это неизбежно приведет к столкновению. И то, что мы говорили, произошло. 5 ноября на улице Абазинской мы действовали в условиях крайней необходимости. В юридическом праве есть такой термин – крайняя необходимость. Когда прерывается совершение преступления, можно только собственными силами. Учитывая, что наша правоохранительная система категорически отказалась реагировать на эти факты, мы были вынуждены действовать самостоятельно. Более того, мы пригласили туда представителей оперативных служб СГБ и МВД, которые сегодня, закрыв глаза на все, что мы говорим, действуют исключительно отталкиваясь от интересов и по показаниям вот этих трех политтехнологов. Репортаж с пресс-конференции представителей политических партий и общественных организаций по вопросу уголовного преследования граждан Абхазии в связи с участием в инциденте с российскими политтехнологами смотрите после выпуска новостей. Официальная хроника. Премьер-министр Владимир Делба принял заместителя начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы Российской Федерации Екатерину Михайлу
и директор Департамента международных проектов АО «Главный научно-инновационный внедренческий центр» Антона Баранова. Как сообщает пресс-служба Кабмина, на встрече обсуждались вопросы оказания России безвозмездной технической помощи Абхазии в целях совершенствования системы налогового администрирования. Во встрече также участвовали вице-премьер Джансух Нанба и министр по налогам и сборам Эдгар Бения. План поэтапной модернизации налоговой системы Абхазии обсудили с представителями соответствующих органов России. Делегация Федеральной налоговой службы и Главного научного инновационного внедренческого центра находится с рабочим визитом в Сухуми, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. План реализации предусматривает не только технические решения и внедрение новых программных комплексов, но и адаптацию лучших практик под нужды экономики Абхазии. Мы переходим от этапа планирования к практическим шагам. Поэтапный подход позволит нам планомерно внедрять цифровые решения, обеспечивая стабильность работы налоговой системы на каждом этапе трансформации, подчеркнули в руководстве МНС. Отмечается, что уточняются графики реализации первых приоритетных задач в рамках межведомственного взаимодействия. В Углурыбском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год. На расширенном совещании с участием руководства правительства, депутатов парламента и представителей районных служб глава администрации отчитался о выполнении бюджета, мерах социальной поддержки и ключевых инфраструктурных проектах. Подробнее в материале Заура Кварче. В администрации Углурыбского района подвели итоги 2025 года. В совещании приняли участие премьер-министр Владимир Делба, депутаты парламента и руководители районных сел и ведомств. Согласно отчету главы администрации Саида Харазия, доходная часть бюджета в этом году исполнена на 107%. При плане 527 миллионов 450 тысяч рублей фактически поступления составили 563 миллиона 555 тысяч рублей. Из них собственные доходы 340 миллионов 309 тысяч рублей, что по сравнению с 2024 годом больше на 165 миллионов рублей. Основные источники поступлений в бюджет за отчетный период явились подоходный налог и налог на прибыль. При этом удельный вес подоходного налога составил 58%. От общей суммы собственных доходов налог на прибыль 28%. Существенное влияние на динамику поступлений оказал запуск международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. Объект обеспечил более половины всех собственных доходов муниципалитета. Это около 184 миллионов рублей налоговых отчислений. За отчетный период авиаузел обслужил более 120 тысяч пассажиров. С началом реконструкции и запуска международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба существенно увеличились налоговые поступления. В 2025 году от лиц, осуществлявших хозяйственную деятельность на объектах, расположенных на территории аэропорта, налоговые поступления составили около 184 миллиона рублей, или 54% от общего объема собственных доходов. За 2025 год из 14 видов собственных доходов план выполнил по всем показателям. Положительная динамика доходов позволила увеличить расходы на социальную сферу на 36%. На развитие районной медицины дополнительно направили почти 7 миллионов рублей. При плане 539 миллионов 354 тысячи рублей фактические расходы составили 534 миллиона 370 тысяч рублей, что на 36% больше расходов за 2024 год. Рост экономических показателей позволил направить денежные средства на оказание материальной помощи детям-инвалидам, помощь многодетным малоимущим семьям, семьям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, лицам, нуждающимся в медицинской помощи. За отчетный период ежемесячные пособия инвалидов с детства до 16 лет увеличены на 500 рублей. Следует отметить, что с 2023 года по настоящее время размер пособия увеличился с 500 рублей до 2500 рублей. Хотелось бы отметить, что в 2026 году бюджетом предусмотрено увеличение пособий до 3500 рублей. В 2025 году увеличено финансирование Гулиевской районной больницы на сумму 6 миллионов 900 тысяч рублей. В том числе
На содержание больниц 1 миллион 200 тысяч рублей. На приобретение медицинского оборудования 4 миллиона 200 тысяч рублей. В том числе приобретен аппарат ультразвукового исследования УЗИ стабилизатором напряжения на 3 миллиона 300 тысяч рублей. На ремонт детского кабинета Гулипской районной больницы и приобретение мебели 1 миллион 500 тысяч рублей. В 2025 году в селе Мачара начала функционировать врачебная амбулатория, помещение которой отремонтировано, а также приобретено необходимое оборудование на сумму 400 тысяч рублей. Также в 2025 году более 10 миллионов рублей выделили на ремонт и оснащение 13 школ и 3 детских садов в районе. В целях улучшения состояния образовательных учреждений за счет бюджетных средств Гулипского района выполнены и оплачены работу на сумму 10 миллионов 780 тысяч рублей. Также хотелось бы отметить острую необходимость восстановления Каштакской школы, так как более 470 детей, проживающих в нашем районе, получают образование за его пределами, выезжая на учебу в город Сухум. Модернизация затронула и коммунальное хозяйство. На приобретение спецтехники направили 92 миллиона рублей. За 3 года автопарк ЖКХ пополнился на 23 единицы техники. Одной из приоритетных задач остается собираемость платежей за электроэнергию. На текущий момент этот показатель в районе составляет 52%. В 2025 году на укрепление материально-технической базы МУП ЖКХ проведение различных видов работ и приобретение инвентаря направлены бюджетные средства на общую сумму 129 миллионов 940 тысяч рублей, в том числе на приобретение спецтехники 92 миллиона 650 тысяч рублей. Приобретены экскаватор-погрузчик, 2 единицы гусеничных экскаваторов, внедорожный автомобиль, мусоровоз 7-кубовый, гусеничный бульдозер, грейдер, мусоровоз-бункеровоз. Хотелось бы отметить, что с Божьей помощью с 2023 года всего приобретено 23 единицы спецтехники. Район сохраняет статус аграрного центра. Помимо сбора 15 тысяч тонн цитрусовых, здесь осваивают новые направления – промышленное выращивание клубники и малины. Для решения вопросов сбыта в районе строится логистический центр стоимостью 800 миллионов рублей, способный перерабатывать до 20 тысяч тонн плодов за сезон. На 2025 год цитрусовые культуры в количестве 531 055 корней занимают площадь 1135 гектаров. Сбор урожая за отчетный период составил около 15 тысяч тонн. Для сравнения, за весь послевоенный период самым урожайным был 2022 год. Сбор урожая в тот период составил 22 тысячи тонн. В ходе совещания прозвучали доклады правоохранительных органов и МЧС. Криминогенная обстановка в районе охарактеризована как стабильная. Зафиксировано снижение числа чрезвычайных ситуаций. Завершая встречу, премьер-министр Владимир Делба отметил, что Гулрипский район демонстрирует одну из лучших динамик развития в стране. Очень много изменилось за последние 2 года. Динамика достаточно успешна и вселяет надежду, что социально-экономическое развитие района и впредь будет, естественно, расти, повышаться, на что мы очень сильно надеемся. В комплекс мероприятий, которые будет проводиться в год села, естественно, целью или уже задачей, будем говорить, стоит в том числе и сохранение кадров на месте, чтобы здесь, в сельских территориях, на сельских территориях был достаточно квалифицированный кадровый потенциал. Когда это будет достигнуто, тогда точно есть основания еще шире, еще масштабнее развивать мероприятия по строительству объектов социально-культурной сферы. Тогда есть возможность еще активнее созидать еще раз повторюсь, социально-экономическом развитии. Сохранить, пока так, с этого слова начну, сохранить и укреплять родной язык, ну и многие-многие другие факты. Это обязательно повлияет на демографическую
картину в нашей стране. Таким образом, приоритетами в работе Гулрипской администрации на 2026 год остаются дальнейшее развитие инфраструктуры, поддержка сельхозпроизводителей и повышение качества жизни в селах района. Заур Кварча, Инала Кухава, Абазатова. Заседание рабочей группы Госкомитета по репатриации Минюста, посвященное вопросам восстановления абхазских фамилий этническими абхазами (Абаза), состоялось в четверг, 29 января, сообщает пресс-служба Госкомитета по репатриации. На совещании рабочей группы особое внимание было уделено выработке согласованных решений, способствующих сокращению сроков и минимализации административных барьеров при оформлении необходимых документов. По итогам обсуждения достигнута договоренность о том, что Абхазфед в установленный срок осуществляет сбор заявлений репатриантов, проживающих на территории Турции. После поступления заявлений в Госкомитет по репатриации, анализа и обработки представленных материалов, необходимых для восстановления абхазской фамилии, Госкомитет направляет соответствующие ходатайства в Министерство юстиции. Минюст, в свою очередь, осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния о восстановлении абхазской фамилии. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова поделилась с участниками третьего модуля «Новые медиа Абхазии» мнением о том, как продвигать имидж республики. По ее мнению, люди очень хотят видеть чудо, а чудеса в Абхазии есть еще какие. Конечно, о природе. 100% это так. Рассказ о традициях в семьях, рассказ о домах, рассказ об истории людей, которые приезжают к вам и остаются, да, у вас там временно, какое-то время или постоянно. Рассказ о, например, совместных семьях. Есть же такие, правильно? Многокультурных и так далее, и так далее. И рассказ о том, что есть только в Абхазии. В Абхазии есть вещи, которые, во-первых, есть только в Абхазии, а во-вторых, они действительно являются чудесами, чудотворными вещами. Это связано и с религией, и с какими-то, так сказать, народными приметами. Вот об этом надо рассказывать. Люди очень хотят увидеть чудо, а чудеса в Абхазии есть еще какие. Это и природа, это то, что связано с тем же самым монастырем, храмом и так далее. Информационное сотрудничество России и Абхазии наиболее перспективно в сфере туризма, отмечает Мария Захарова. Абхазию хочется смотреть, Абхазия интересная. Как я говорю, это как человек, неоднократно в детстве бывавший там и обожающий эти места, их хочется рассматривать, сказала она на встрече с участниками третьего модуля образовательной программы для медийщиков. При этом, если республика ставит задачу повысить турпоток, то необходимо также вести работу на внутреннем поле с гражданами своей страны, повышать внутреннюю осведомленность о том, что такое туристическая сфера, отметила Захарова. Это не только зона ответственности одного отеля или Министерства туризма, все сообщество должно работать на этом туристическом направлении, подчеркнула она. Здесь надо работать не только с российским информационным пространством, но и с внутренним, добавила Захарова. Вопросом обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных в программных продуктах, разработанных по заказу Министерства юстиции, в частности, Государственной информационной системе юстиции, посвящалось рабочее совещание в Минюсте. Как сообщает пресс-служба Минюста, по итогам совещания стороны сошлись во мнении о целесообразности и эффективности межведомственного взаимодействия в данном формате. Концептуальные решения, заложенные в ГИС-Юст, ориентированы на оптимизацию административных процедур и сокращение сроков предоставления государственных услуг. В перспективе система станет основой для развития дистанционных сервисов и реализации принципа одного окна в интересах граждан и государства. Поддержке и укреплению Института семьи и родительства посвящалась рабочая встреча уполномоченного по правам ребенка Мактины Джинджолия и юриста аппарата омбудсмена Екатерины Лиховецкой с исполняющей обязанности министра социального обеспечения и демографической политики Камай Адзенба. Стороны обсудили поправки в семейное и гражданское законодательство Абхазии, которые будут способствовать созданию дополнительных правовых гарантий защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также усилению мер поддержки этих семей. Стороны договорились о продолжении взаимодействия для скорейшей практической реализации намеченных инициатив, направленных на повышение благополучия каждого ребенка в республике.
Департамент Организации безопасности дорожного движения администрации Сухума информирует автомобилистов об изменении правил движения по улице Акиртава. Отныне движение по улице Акиртава вновь будет с выделенной полосой для общественного транспорта. Со следующей недели возобновляется движение троллейбусов по маршруту Маяк-Каштак. Сейчас проводится завершающий этап работ по ремонту троллейбусных линий и разметки улицы Акиртава. Из-за того, что несколько лет троллейбусы не ездили по этой улице, автомобилисты пользовались и стороной общественного транспорта. Департамент Организации безопасности дорожного движения столичной администрации просит автомобилистов быть внимательными на дороге, не переезжать разметку, не заезжать на полосу общественного транспорта, не подрезать троллейбусы и не создавать аварийные ситуации для пассажиров, горожан и гостей столицы, пользующихся общественным транспортом. Новости культуры. Вице-премьер Джансух Нанба провел заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. Члены комиссии рассмотрели эскизный проект памятника, представленный на конкурс на лучший проект скульптурного изображения и благоустройства места установки памятника. Этот памятник посвящен памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии при исполнении служебных обязанностей в Галском районе. Авторы проекта «Скорбящая мать», художник Нукзар Лого и скульптор Цира Ахба. Комиссия одобрила эскизный проект и рекомендовала доработать его с учетом высказанных замечаний. Авторы согласились с рекомендациями и учтут их при изготовлении памятника. Абхазская поэтесса, прозаик, публицист, переводчица Заира Шалвовна Тхайцук 29 января отмечает свой юбилей. С юбилеем абхазскую поэтессу поздравляет Союз писателей Абхазии, желает ей крепкого здоровья, долголетия и больших творческих успехов. Заира Тхайцук – член Союза писателей Абхазии, Союза писателей России и Союза журналистов Абхазии. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». В честь 20-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии награждена медалью Министерства обороны Абхазии. Лауреат премии Союза журналистов Республики и литературного журнала «Алашара». Пишет на абхазском языке. Союз журналистов Абхазии также поздравил Заиру Тхайцук с юбилеем. От оперных арий до народных песен в арт-фойе Абхазского государственного драматического театра прошел концерт оперного певца Алхаса Ферзба. Уникальный формат монооперы собрал полный зал и позволил зрителям услышать мировую классику на расстоянии вытянутой руки. На музыкальном вечере побывал наш корреспондент Арестит Каракасиди. В арт-фойе Абхазского театра непривычно многолюдно. Вместо большой сцены – камерное пространство у витража. Зрители находятся на расстоянии вытянутой руки от артиста. Такой формат назвали моноопера. Это попытка объединить в одной программе совершенно разные жанры от классических арий до народных песен. Программа вечера получилась насыщенной. В исполнении Алхаса Ферзба прозвучали произведения Бородина, Чайковского и Карла Орфа, а также романсы Метнера и Шереметьева на стихи Пушкина и Некрасова. Несмотря на то, что для слушателя все звучит легко, за каждым номером стоят месяцы кропотливой работы. Нужно делать долго, прям годами даже, я бы сказала, потому что арии очень сложные, романсы нелегкие, программа достаточно сложная. И вообще Алхаса Ферзба репертуар отличается сложностью. Для самого Алхаса Ферзба этот выход стал особенным. Последний год он работает в труппе Абхазского театра, но в таком сольном формате перед местной публикой выступает впервые. Безусловно, в театре атмосфера сама настраивает даже слушателя, зрителя, также и артиста любого. И тем более уже так как уже почти год работаю здесь в этом театре, и выходить уже петь как оперный певец, с одной стороны мне легче было как бы в своем доме, с другой стороны все равно это чуть-чуть другая специфика, свои сложности. Но так как это все взаимосвязано, все рядом, наоборот, дает больше воли и свободы, и легко это
все прошло. Особое место в концерте отвели абхазским композиторам Василию Царгуш и Константину Ченгеле. Лирическим акцентом вечера стала и элегия Рахманинова в сольном исполнении Астанды Джикерба. Слушатели отмечают, такой формат позволил по-настоящему почувствовать возможности оперного голоса в живом исполнении. Нас поразило с мужем его глубокий голос, диапазон и артистизм. Мы в восторге. И вот сегодняшний концерт, конечно, мы получили от этого концерта эстетическое удовольствие. Этот концерт стал частью большого арт-проекта театра, цель которого — знакомить зрителей с классическим искусством в неформальной обстановке в фойе. Арестит Каракасиди, Абаза ТВ. Представители московской абхазской диаспоры станут моделями на первой международной атомной неделе моды в Москве и представят коллекции абхазских дизайнеров. Об этом рассказал Кадыр Тванба, автор мужского костюма, победившего в конкурсе лучшего абхазского национального костюма в рамках фестиваля «Мандарин». В Москве он покажет 10 моделей, которые разработаны для государственного заслуженного ансамбля имени Василия Царгуш. Дизайнеры Салима Хашига и Сарида Цвижба подготовят 7 работ из коллекции «Апса», попытку воплотить абхазский культурный код в современной одежде. 30 января, который мероприятие происходит в Москве на Красной площади, показ мод. От своей коллекции буду показать 10 костюмов, которые созданы для государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца именно Василия Царгуш, Республика Абхазия. Модели будут там молодые абхазская диаспора, живущая в Москве. Желаю, чтобы эта тема у нас был подключен, и наша молодежь больше интересовалась об этом, больше. В нашу коллекцию, которую мы там представим, входят 7 моделей, которые были созданы в этнической теме абхазских традиционных костюмов в современной интерпретации. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ замена участка трубы на улице Апсильская, 6, проезд, в пятницу 30 января с 10 до 22:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Улица Братьев Зантария, улица Апсильская, село Дзыгута, улица Чанва, село Баслата, часть района Турбаза. Сейчас о погоде. В пятницу в Абхазии облачно с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 11 до 16 градусов. Температура морской воды 9 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.